Один из приоритетов внешней политики — это Ближний Восток. Об этом говорил глава МИД Абхазии Наал Ардзинба. Сейчас ведется активная работа с Сирией, Ливаном, Афганистаном. Как развивать эти контакты и что это сотрудничество может принести сторонам, об этом подробнее будем говорить с депутатом парламента Абхазии, бывшим представителем Абхазии в Турции Наром Гицпо. Он сегодня у нас в студии. Приветствую. Спасибо, Добрый день. что нашли время прийти к нам. Спасибо за приглашение. Я хочу начать со слов министра иностранных дел, о том, где он говорит, что Ближний Восток — это один из приоритетов внешней политики Абхазии. На ваш взгляд, это новое направление сейчас внешней политики или все-таки это старые контакты, которые мы сейчас начинаем более интенсивно развивать? Прежде всего, если позволите, хочу начать с того, что это вообще вопросы внешней политики, они предполагают комплексный подход. Конечно, Ближний Восток для нас интересен и был интересен всегда. Хотя бы прежде всего потому, что там проживает численная абхазская диаспора. Как известно, в Турецкой республике большое количество наших соотечественников в Сирии, в Иордании, в Египте и других странах Ближнего Востока. И ресурс представителей нашей диаспоры и черкесской диаспоры, абхазо-адыгской, если в целом говорить, он дает возможность нам продвигать наши внешнеполитические интересы гораздо эффективнее, чем это происходит, допустим, в других странах мира. Но говоря о комплексном подходе, мы всегда руководствовались стремлением налаживать контакты со всеми странами мира. Единственное, что, особенно учитывая последние процессы, которые происходят в мире, с некоторыми странами сложнее это делать, и плюс там влияние и настроенного недоброжелательно к нам лобби, оно сильно. Ближний Восток в этом плане, конечно же, представляется тем регионом, где мы можем наши интересы продвигать, не встречая такого сопротивления, какое мы встречаем допустим, в других странах. Это первое, что я хотел сказать. Ближний Восток, он, во-первых, если позволите, процитирую известную фразу, дело тонкое, и там нужно, конечно, вырабатывать свою логику и свои подходы реализации внешнеполитических интересов и инициатив. Наработки есть, конечно, и они аккумулировались достаточно долгое время. Это и культурного характера, и спортивные какие-то инициативы. А мы знаем, что спорт и культура, в принципе, являются очень хорошим проводником и внешней политики. Плюс я бы хотел сказать еще о том, что сегодня актуальность развития и укрепления связи со странами Ближнего Востока приобрело новое очертание, так как ситуация, которая происходит сегодня в мире, переход миропорядка на рельсы многополярности позволил нам четче видеть контур стран, которые, во-первых, дружественно или нейтрально относятся к Российской Федерации, и это для нас перспектива реализации, в том числе и положений межгосударственного договора между Абхазией и Россией, который предполагает скоординированную внешнюю политику. И в тех странах известно, согласно документу, что где у нас нету дипломатических представительств, российские дипломатические и консульские учреждения могут оказывать и оказывают нам содействие по реализации наших внешнеполитических инициатив. Сегодня Ближний Восток — это как раз-таки тот регион, где условия развития отношений гораздо более благоприятны. Я уже говорил об этом, гораздо более благоприятны для того, чтобы быть успешными. Я бы сейчас процитировать еще Владимира Путина, как раз в продолжении ваших мыслей и слова президента России. Мы становимся свидетелями построения нового миропорядка. Путин говорит о том, что традиционные общества Азии, Африки, Латинской Америки составляют основу мировой цивилизации, а Запад превращается в меньшинство на мировой арене. Да. И в этой связи эта многополярность как раз свидетельство того, что изменяется мир, и центры меняются. Совершенно верно. И, конечно, естественным образом те страны Запада, коллективного Запада, как сегодня принято говорить, которые привыкли к определенному виду гегемонии, и навязывания своего видения развития
международных отношений, конечно, они сопротивляются тем процессам, которые приводят и уже по сути, привели к установлению многополярности и нескольких центров принятия решений по реализации там, международной повестки. Но и к этому я бы еще добавил, конечно же, совокупное количество населения в этих странах. Как бы, да? То есть страны Ближнего Востока, Азии по количеству населения гораздо больше, чем там, весь западный мир вместе взятый. И это тоже является очень важным фактором. Ну, в основе политики же чаще всего лежат интересы государства. Вот наши интересы мне понятны, а вот Ближний Восток, в чем интерес Ближнего Востока к нашей стране, к республике? Ну, действительно, да, международные отношения, взаимные международные отношения, они строятся на взаимном признании интересов государств, да, и это всегда как бы зеркально практически происходит. Ну, их интерес на сегодняшний день зависит от того, что мы сможем предоставить им, да, помимо там развития, укрепления там культурных, спортивных связей, да, и ряда других, ну, одним из двигателей развития таких отношений это все-таки экономика. Да? Сегодня в условиях, когда существуют определенные ограничения на взаимодействие там, той же Российской Федерации с внешним миром, да, и этих стран, в принципе, вот если взять, к примеру, Иран, да, в отношении Ирана же тоже применяются санкции, и им взаимодействовать экономически, в том числе как бы с внешним миром, и с Российской Федерацией, со странами региона, со странами, членами, участниками Шанхайской организации сотрудничества, УДКБ и других международных региональных структур. Кстати, мы не обращаем внимания, но есть такая организация, которая называется Парламентская ассамблея, Азиатская парламентская ассамблея, в которую входят 44 страны, и там тоже происходит взаимодействие, да, там экономическое в том числе. И в этом плане сегодня Абхазия может быть интересна с точки зрения предоставления возможностей логистических новых маршрутов, потому что, ну, опять-таки, происходит смена как бы миропорядка, да, логистические... Переориентация цепочек. Логистические цепочки, конечно же, меняются, да, и вот наличие в Абхазии 240 километров, да, морского побережья, а море — это доступ логистика, конечно, да, и близко логистическое плечо к южным регионам Российской Федерации, но это определенное, как сказать, такое преимущество Абхазии, да, в этом плане. Плюс комфортные условия для климатические условия, да, и наши порты, условно говоря, круглый год могут обслуживать торговые. Да, конечно, необходимо там логистически немножко модернизировать, да, инфраструктуру, но это все вопросы, которые решаются. То есть вот доступ к морю и возможности для строительства новых современных портов — это один из плюсов, который позволит это сотрудничество с Ближним Востоком развивать. Ну, как один из факторов, конечно. И в этом плане вот я бы хотел обратить еще внимание на то, что необходимо актуализация нашей концепции внешней политики, да, с учетом вот меняющихся реалий, да, там депутаты предыдущего созыва принимали разработанную в Министерстве иностранных дел совместно с другими там профильными ведомствами концепцию внешней политики, но очень динамично происходит изменение миропорядка, и поэтому нам нужно идти в ногу с этими изменениями и вносить соответствующие положения в ту концепцию, которая действует. И согласно этой концепции реализовывать внешнеполитические инициативы. У нас внешнюю политику определяет президент, да, а Министерство иностранных дел является структурой, которая эту политику реализовывает. Но тут и роль парламента немаловажна, потому что как бы концепцию утверждает парламент и может, учитывая там наличие в парламенте соответствующего комитета международного, да, он называется комитет по межпарламентским
международным связям и связям с соотечественниками. Да, и опять вот тут вот важность наличия в этом регионе представителей нашей диаспоры, которые зачастую там и политически активны в этих странах своего проживания. Для нас вот определенный инструмент, которым мы не должны пренебрегать, как минимум. Я хотела, вот вы меня опередили про диаспору. Насколько сильна наша диаспора в этом регионе? Она многочисленная, проживает там, но насколько она сильна, насколько она может влиять на решения? Ну, насколько сильна, несколько, на мой взгляд, такой вот очень объемлющий, всеобъемлющий вопрос, да, и в большей степени абстрактный, но тем не менее лоббистские инструменты наш диаспора нам может предоставлять и предоставляет. Сейчас вот мы наблюдаем процесс предвыборной подготовки в Турции, да, там на 14 мая назначены президентские и совмещенные парламентские выборы. И есть достаточное количество кандидатов в депутаты, которые являются представителями абхазо-адыгской диаспоры. Да. В силовых структурах Турции большое количество наших соотечественников, и в том числе там в свое время были и сейчас есть люди, которые на руководящих постах работают. Да. Ну, понятно, нужно здесь учитывать и внутри турецкий политический контекст, да, не всегда должностные полномочия представителей наших диаспор, ну, как бы дают возможность принимать такие вот в отношении Абхазии радикальные или кардинальные решения, что ли, которые будут способствовать развитию наших внешнеполитических... Компетентны, в смысле? Рычаги есть или возможности? Все-таки контекст внутриполитический тоже играет огромную роль. Как бы, это те решения, которые могут принимать представители нашей диаспоры или лоббировать их принятие, эти решения не должны, тут тонкая грань, не должны идти вразрез с какими-то такими ключевыми, что ли, или фундаментальными постулатами турецкой политики и видения внешней политики и региональной политики. Но, тем не менее, опять-таки хочу подчеркнуть, что корректировать немножко и вносить определенные дополнительное, альтернативное наше, да, вот мнение, вопреки навязываемому повсеместно навязываемой грузинской повестке, да, так скажем, ну, тут есть больше возможностей. То есть вы имеете в виду баланс, который они должны все-таки соблюдать, находясь в Турции? Да, ну, само собой, они вынуждены соблюдать этот баланс, занимаясь политикой в Турции. Я сейчас вспомнила, в Иране еще в 2021 году переименовали улицу в честь Абхазии. Тогда многие здесь серьезно заговорили, что, возможно, вот отношения изменились, и есть шанс, что признает ближневосточные страны, могут признать Абхазию. Сейчас, насколько вам не кажется это наивным, или есть шансы, что... Нет, абсолютно мне это наивным не кажется. Что но может измениться, учитывая, что с Россией координируем внешнюю политику, отношения к России... Ну, под лежачий камень вода не течет. Для того, чтобы она изменилась, нам, наверное, нужно как-то интенсифицировать работу в этом регионе, как бы укрепить наши внешнеполитические инициативы и развивать те контакты, которые уже есть, параллельно стараясь устанавливать новые контакты. Да? И прежде всего нужно находить возможности для того, чтобы на различных площадках, во-первых, встречаться, общаться, но и прямые контакты тоже развивать, да, и Ближний Восток вообще интересен еще и с той точки зрения, что у нас на Ближнем Востоке есть дипломатическое представительство, посольство Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, и это посольство действительно проводит большую работу в регионе, да, по налаживанию связи, но усилия одного посольства зачастую становится недостаточно. Тут как бы центральный аппарат и вообще как бы внешнеполитический потенциал всей страны должен быть задействован. Да? И вот через сирийское
сирийское руководство, вообще Сирийскую Арабскую Республику, есть возможность развивать контакты с тем же Ираном, с Алжиром, да, и рядом других стран, потенциально расположенных к тому, чтобы устанавливать каналы общения с нами. А все начинается как бы вот с общения. Сообщение с экономики. Вот мы с вами сказали про логистические цепочки изменений, и интерес к Абхазии возрастает, и вот изменения геополитические, это в том числе и окно возможностей для нашей республики. Конечно. Но помимо логистики, может Абхазия, допустим, в каких-то других сферах представлять интерес для Ближнего Востока? В культурном плане, в религиозном плане мы разные, но тем не менее можем ли найти какие-то еще точки соприкосновения? Разные, согласны, и в этом же есть ценность, как бы, да, то есть взаимодействие, взаимообогащение культур, да, в религиозном плане понятно, да, у нас большинство христианского населения республики, там это, понятно, как бы исповедуется ислам, но это не является, мне кажется, преградой для того, чтобы устанавливать там добрососедские отношения. Добрососедские, почему я их называю, все-таки как бы, да, там, ну, принадлежим в большей степени одному региону, да, Ближний Восток. Это все-таки как бы, ну, опять, учитывая наличие там нашей диаспоры, все-таки как-то вот, понимание взаимной культуры, как бы, да, у нас больше в этом плане. Ну, экономика является двигателем, само собой, туристический наш потенциал для них, да, там взаимные там, инвестиции. Сейчас, конечно, тяжело пока говорить о том, что в странах Ближнего Востока могут быть реализованы какие-то абхазские инвестиционные проекты. Ну, оттуда у нас были в студии гости из Ливана, которые, представители нашей диаспоры, которые говорили, что сейчас из-за кризиса вообще в целом в мире есть средства у ливанцев, которые они могли бы вложить здесь, в республику. То есть вот такой интерес со стороны инвесторов. Насколько это проекты масштабные, я затрудняюсь ответить, но такая возможность тоже существует. Существует, само собой, но опять, тут, конечно, мы должны и внутри поработать хорошо, создавая максимально комфортные, благоприятные условия для развития бизнеса, да, понятные условия для развития бизнеса, безопасность укреплять, да, нашей республики, и в том числе и безопасность инвестиционных проектов, безопасность денежных средств, банковскую систему. Но это комплекс вопросов, которые необходимо постоянно решать и постоянно модернизировать, идя в ногу со временем. В Ливане, конечно, тоже сложная внутриполитическая ситуация. Это простой, наверное, сейчас ситуации мало где. В Европе сложная. Везде, да. Более-менее но, опять-таки, стабильно. анализируя все эти процессы, как бы, да, нужно находить для себя нишу, а возможности для этого у нас есть. По поводу роли России вообще в этом процессе. Понятно, что без поддержки России интенсифицировать все эти контакты было бы сложно. Сейчас как вы оцениваете их участие в этом процессе? Считаю, что вот это соглашение, предполагающее скоординированную внешнюю политику, оно исполняется в полном объеме. Все опять-таки зависит от нас, какие мы перед собой цели ставим, да, и насколько эти наши цели, они взвешены, продуманы и систематизированы. И когда мы здесь уже формируем, грубо говоря, там пакет внешнеполитических целей, тогда у нас есть возможность обсуждать их и с нашими партнерами, которые вот на протяжении всего времени там, оказывали всяческое содействие их реализации, да, элементарно, даже если вспомнить, ну, говорим же о Ближнем Востоке, да, когда там в Сирии уже в острую фазу перешел внутриполитический кризис, да, когда было принято решение руководством Республики Абхазия оказать содействие по вызволению и захваченной войной Сирии наших соотечественников, да, вот с Сирией тогда у нас не было установленных дипломатических отношений. С Ливаном, ну, с Ливаном до сих пор нету дипломатических отношений, но нам все-таки удалось при помощи и поддержке Российской Федерации поднять 2 чартерных рейса с аэропорта в Бейруте
и привести наших соотечественников сюда, на историческую родину. Да? И в этом вопросе действительно там очень много было нюансов, которые без Российской Федерации сложно было бы реализовать. Там, в частности, даже открытие воздушного пространства, определение точки входа и выхода из этого воздушного пространства. Ну, в общем, очень большой пласт вопросов. Невозможно было бы решить, если бы Российская Федерация тогда вот по дипканалам не оказала нам всяческое содействие. Да и по другим тоже направлениям. Вопрос установления дипломатических отношений впоследствии, да, вот Сирийской Арабской Республики. Да, конечно же, мы начали там динамично, системно проводить большую работу напрямую с Сирийской Республикой. Но на определенном этапе Российская Федерация тоже сыграла важную роль, поддержав наши такие вот намерения. Да, и это дало вот свой результат. Как бы. И сегодня еще раз вот подчеркну, хочу вернуться к тому вопросу, когда мы говорили о том, что международная ситуация сейчас, да, она определила контур стран, которые, во-первых, дружественны Российской Федерации. И для нас это тоже очень важно, потому что теперь мы гораздо четче понимаем, где у нас больше перспектив и где Российской Федерации удобно было бы нам содействовать в реализации наших внешнеполитических инициатив. Плюс у нас ежегодно проходят межмидовские консультации. Да, там на высоком уровне подобного рода вопросы тоже обсуждаются. В рамках, ну, конечно, Женевский международный формат немножко иное направление, но там тоже регулярные встречи с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации, где в том числе могут такие вопросы быть оговорены. Плюс при реализации любой внешнеполитической инициативы нашей, да, идет процесс консультации с дипломатическими представительствами Российской Федерации в том регионе, в тех странах, с которыми мы пытаемся установить или развивать отношения, потому что они владеют ситуацией на месте гораздо лучше, да, ну, там находятся, аккредитованы в этих странах. И это зачастую, конечно, очень сильно способствует, во-первых, пониманию возможностей, определению этих возможностей и вот такой дорожной карты, созданию дорожной карты по реализации этих внешнеполитических. То есть игнорировать любые контакты не стоит? Вот это главная мысль. Ну, совсем любые, наверное, дипломатические. Нет, да, но, любые конечно, дипломатические контакты. Но на ваш взгляд, каковы шансы, что в ближайшем будущем, мы немного про это поговорили, Абхазию все-таки какая-то страна ближневосточная признает республику? И какая, на ваш взгляд, это может быть страна в первую очередь? Спасибо за вопрос. Но, знаете, в наших условиях характер нашей дипломатии, он больше склонен к тому, чтобы тишина вокруг этих вопросов была, чтобы не навредить. Перспективы есть, однозначно есть, но я бы все-таки хотел говорить о том, что нам нужно вот проводить более такую, как сказать, активную внешнюю политику. Конечно, это связано и с финансами определенными, потому что, ну, как бы без этого реализовывать внешнеполитический курс крайне сложно. Учитывая объективные сложности, с которыми мы сталкиваемся, тут есть такой вот ограничитель своеобразный. Но, тем не менее, это не препятствие. Да, ограничивает в какой-то степени, но не препятствует. Ну, поэтому вот я считаю, что мы должны быть более активны. В частности, да, конечно, в ближневосточном регионе, потому что, ну, он очень перспективный на сегодняшний день. И последнее, вот вы сказали, что надо наше видение, нашу стратегию внешней политики все-таки быстро менять, потому что мир меняется, и в соответствии с этими изменениями ее тоже адаптировать. В каком смысле, вот где нужны эти изменения, на ваш взгляд, если концепцию вот так внимательно рассмотреть? Ну, концепция, это такой базовый документ, да, вот вы упомянули стратегию, да, концепция создает основу
развития внешнеполитического курса, но к ней должна прилагаться, конечно, еще концепция. И вот эта концепция, она более гибкий такой инструмент, который проще вносить и изменения, и корректировать согласно, вот, допустим, меняющимся реалиям. Но если мы говорим про Ближний Восток, да, вот мне кажется, что вот туда надо было сейчас акцентировать гораздо больше усилий, чем это делается на данный момент. Но и опять развивать, конечно, отношения со странами-членами ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества, и как-то не в ущерб развитию внешнеполитического курса в направлении Ближнего Востока работать еще на укрепление внешнеполитического курса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в странах Азии, конечно же, да, там, ну и вот в странах СНГ. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию, ответить на наши вопросы. Вам спасибо.